Здравствуйте! Доброе утро! Приветствуем вас в нашей студии после праздничного перерыва. Мы, Ассоль Мухамедянова И Рустем Каримулин, желаем вам доброго летнего утра. Сегодня 13 июня, во всем мире отмечается очень забавный праздник – день рождения булавки. Ей, между прочим, почти 200 лет. Булавку изобрел американец Уолтер Хант, которому надо было во что бы то ни стало отдать долг в $15. Денег у него не было. Чтобы заработать, он и решил придумать новое изобретение. Создание булавки из куска проволоки заняло у него всего несколько дней, а уже 13 июня 1825 года он получил патент на изобретение, сразу его продал и вернул долг. И это еще не все, о чем мы хотим рассказать вам сегодня утром. Дружба между мужчиной и женщиной. Возможна ли она? Приятного аппетита! Готовим масло с травами. В стиле. Делаем вечерний макияж в фиолетовых тонах. Начинаем нашу программу с первой заявленной в анонсе темы. Дружба между мужчиной и женщиной. Возможно ли, когда и, главное, зачем? А что тут такого? Мы с ним просто дружим. Обсуждаем последние новости, ходим в кафе и замечательно проводим время. Дружба между мужчиной и женщиной – миф или реальность? Если спросить у женщин, то большинство скажет, что это возможно. А вот мужчины с подобными выводами не спешат. Почему и как могут дружить мужчина и женщина? И куда в итоге приводит межполовая дружба? Скорее нет. Скорее нет. И как в порядке исключения, да. Женщина может думать, что я дружу с мужчиной, и у нее, потому что мозги, когда она смотрит на мужчину, особенно если он ее там жалеет, если он там ей помогает, перевозить и все прочее, она смотрит на него как на подружку. Мужчина никогда не смотрит на женщину как на подружку. Он смотрит на нее, как все равно он видит, природой заложено, как на сексуальный объект. Какая бы умная, начитанная, интересная женщина ни была, мужчина всегда воспринимает ее в первую очередь как сексуальный объект. Природа, знаете ли, да и женщина через какое-то время вряд ли не заметит томные взгляды такого друга и неоднозначные шуточки. Многие женщины глубоко заблуждаются, что мужчина просто так с ней там годами и носит цветы, выслушивает ее, потому что у него все равно тайное желание, в конце концов, что она там обратит на него внимание, и у них там завяжутся какие-то отношения. Короче говоря, играйте, но не заигрывайтесь. И если друг оказался вдруг совершенно не тем, на кого вы рассчитывали, не бойтесь ставить сразу резкую точку. Мы желаем вам доброго утра и встречаем первого гостя в нашей студии, психолог Ильсияр Чугунова. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Наш первый психолог в сюжете не верит в межполовую дружбу. А как вы к этому относитесь? Ну, вот психология дружбы между мужчиной и женщиной – это на самом деле очень интересная и загадочная тема. Почему интересная и загадочная? Потому что я посмотрела, да, оказывается, не одно столетие обсуждают многие психологи, поэты, писатели. Ну, возможно ли вообще межличностные отношения, а дружба, она относится как раз к межличностным отношениям, это форма такая, между мужчиной и женщиной, где есть, знаете, такая взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимоинтерес. Причем взаимопомощь, она активная с двух сторон, да? Доверие, искренность, такие какие-то бескорыстные чувства и близость, которая, знаете, вот она на уровне души и разума. Вот вопрос как будто бы вот звучит, да, насколько это возможно между мужчиной и женщиной, да? И чтобы что-то утверждать или отрицать, да, для меня важно как-то проживать свой опыт. Вот такой опыт я проживаю в своих отношениях. Но здесь подразумевается дружба как часть любви. То есть между мужчиной но без и женщиной. интима, получается, как бы, да? Вот куда вы смотрите. Вот, Отношения вот без такая интима. дружба. В дружбе точно нет интима. И еще там нет сексуального влечения.
Да? И если мы говорим об интиме, но не сексуальном, а об интиме, где я могу, вот условно, да, Рустем, вам, да, доверить, открыться и показать свою уязвимость, что-то, да, да? что-то, что я могу, например, если, Асоль, вы моя подруга, вот у меня есть 16 лет подруга, вот я ей могу показать эту какую открытость, как это, повернуться, да, если знать тебя с хорошей стороны, не вертись, да, вот здесь я могу, но насколько здесь могу, не знаю. Вот опыты именно не супруга, если брать, да, а вот в этом вопрос у меня. Вот как-то об этом. Ну, хорошо, а что делать? Вот дружили, да, ну вот с детством, допустим, мальчик с девочкой выросли, вот, ну, прошло там лет 15, скажем так, и вдруг один из партнеров осознает, что он влюблен в своего Бац, и друга. чувство. Вот что делать? Бац, и попал. Да. Бывает и такое, мне Но кажется. здесь как будто бы утверждаем, что есть такая форма, да, как дружба между мужчиной и женщиной. Если с детством, то здесь все понятно. Но если у меня есть отношения такие теплые, потому что, говорю, утверждать не могу, если это, да, то для меня как будто бы ответ один рассказать об этом. Я вот смотрю на Рустема, да, ну, потому что мужчина. То есть как будто бы открыться мне в этом. Почему? Потому что вдруг, если у него нет отношений, у меня нет отношений, а вдруг это может перерасти во что-то большее. Тем более, если связывает многое. Но сложность в том, что если у меня отношения, у Рустема отношения, да, то здесь очень важно понять. И вот на консультацию приходит с такими вопросами, чего делать. Да? Если человек не может сам пережить этот опыт, то важен кто-то третий, наблюдатель, разобраться, почему в семье, где у меня есть отношения, я чего-то не получаю, где-то у меня там есть голод, и я как будто бы удовлетворяю этот голод, да, ну, я уж, Рустам, извините, каждый раз на вас, да, вот удовлетворяю не в контексте отношений. Вот туда мы смотрим, где как-то фундамент немножко стал подмываться. То есть ответ такой, ну, обсудить. Ну вот давай вот про мужчин, наверное, да? Да, вопрос? вот с точки зрения мужчин есть еще у психологов такое мнение, что дружба между мужчиной и женщиной самому мужчине как таковая не нужна. Что он не преследует такой цели, как просто дружить. Верно Как ли раз это? он что-то другое преследует. Да, в этой верно ли дружбе. это? Вот мы с Асоль сейчас так можем сделать, Да, да, так. вот можем. Вот нам интересно, да, если спросить, у нас в студии мужчина есть, да, мы отвечать за мужчин точно не можем. Я тем более. Да? Да. И как будто бы хочется такой же вопрос задать мужчине. Вот в чем точно есть уверенность? В том, что мужчина, он по своей природе, он стремится к близости. Мы обсуждали с супругом вот вопрос, ну, насколько это вот на самом деле какие-то там вот, ну, цели, да? Он говорит, нет, но стали вспоминать знакомых. И что заметили? Точно есть женщины, которые, правда, сексуально привлекательны. Вот не нашли женщину, которая бы не была привлекательна. То есть это где-то естественно, подсознательно в образ. любом случае, Да, но да, это не значит, сексуальный что, подтекст. да, вот мужчина, вот как бывает, вот за каждый там юбку, нет. Но это естественно, это природное. Поэтому, ну, может быть, а может и не быть. Ну хорошо, допустим, ну все же вот есть дружба, скажем так, да, между мужчиной и женщиной. Мужчина женат, женщина замужем. Вот как мужчине объяснить своей супруге, что ну вот как раз вот он просто как к подруге к ней относится, и больше никакого там подтекста нет, и как супруге объяснить, вернее, женщине объяснить супругу, что ну нет, он мой друг, вот мы футбол вместе смотрим, и больше нас ничего не связывает. Ну да, действительно, ей реально нравится футбол, она знает все про Криштиану Роналду, ну вот, мне очень интересно. И больше их ничего не связывает. Вот как мы уже говорили, да, опасность в том, что вот такие отношения между мужчиной и женщиной, да, ну, разнополые, и тем более, когда они длительные, это может перейти во что-то нечто большее, когда загорится такая искра, потому что вот эта близость, да, она между женщиной и женщиной, она такая, да, а между женщиной и мужчиной все-таки это может перейти. И я бы посмотрела не, знаете, в контекст того, что важно держать дистанцию, да, когда мы говорили, что мужчины по своей природе, они стремятся к близости, да, а женщина в этом, ну, в этом плане, она как-то меньше к этому стремится, да, да, ей нравится, Да. но как будто бы в этом плане важно держать дистанцию и внимание все-таки к женской половине. Если, ну, как-то мы любим флиртовать, или, ну, у нас этого нет, Природно, да, природное. Держать дистанцию, это важно, держать границы. И еще бы я посмотрела, знаете, куда? Почему я что-то должна доказывать мужу? Да? Мой мужчина меня добивался. Да, доверяет. Я его женщина.
да? А мужчина по природе тоже завоеватель. Тогда мне туда нужно посмотреть, как я выстраиваю отношения, что мне что-то нужно доказывать. Точно так же и мужчине. Обратить внимание, а может быть женщина, его женщина, недополучает эмоциональной близости. И тогда вот здесь вот эта грань, если вдруг ее перейти, это может привести к разбитым сердцам двух людей, Да, к разбитым сердцам двух партнеров. Поэтому я бы сказала, знаете как, берегите свои отношения, да, и просто поощрить, футбол футболом, значит, там в этой женщине, могу предположить, мужское начало так проявляется. Да, дружите с семьями, в конце Дружите концов. с семьями, Да, да. почему нет? Причем только не приходите отдельно, да, приходите семьями. Вот как-то про это. Пусть эта дружба не будет в ущерб личным отношениям между любящими людьми. Ну что ж, спасибо огромное, Ильсияр, за такую беседу. Я думаю, что мы еще не раз с вами пообщаемся. Нашим телезрителям предлагаем не переключаться. Впереди масса интересного. Мы скоро вернемся. Мы говорим вам здравствуйте и продолжаем. Сейчас узнаем, что нашептали вам наши звезды. Овны – это прекрасный день для людей свободных или творческих профессий. Также вас ждут отличные перспективы в личной жизни. Тельцы, в течение дня ситуация будет ровной, спокойной. Если между вами и другими людьми был конфликт, то он будет разрешен. Но окончательно забыть старые обиды может помешать упрямство, свойственное многим тельцам. Близнецы, сегодня вы убедитесь, что удача не покинула вас, и ваше положение лучше, чем вы думаете о нем. Пошатнувшуюся самооценку восполнят с лихвой восторженные отзывы друзей и коллег. О вашей внешности. внешности. Раки, сегодня вы можете увеличить свои финансы за счет счастливого стечения обстоятельств или в результате чьей-то благотворительности. Будьте признательны судьбе и проявите ответную щедрость. Например, помогите кому-то сами. Лев, не бойтесь обмануть чужие ожидания. Сегодня вы захотите оказать кому-то покровительство или сами воспользоваться чьей-то протекцией. Удачно пройдет и то, и другое. Прекрасный гороскоп. Девы, не исключено, что сегодня вам придется прятать свои эмоции или вам будет просто не с кем поделиться радостью. Не спешите раскрывать свои карты и громко кричать о своих победах. Всему свое время. А мы продолжаем. Время делового завтрака. Доброе утро, друзья! С вами Гульнара Махмутова, значит, время делового завтрака. Вместе с Департаментом продовольствия мы торопимся в кафе «Рита» в ритме, потому что гость сегодняшней программы – советник президента Республики Татарстан Наталья Фишман. Наталья, доброе утро. Доброе Я утро. родилась в Казани, я очень люблю свой город. Вы человек, который вносит большой вклад в его благоустройство и развитие. Вы гордитесь своими работами? Ну, а иначе как вообще? Я не знаю, как по-другому. Тогда как-то очень печально жить, если ты недоволен своей работой. Сложность, она в том, чтобы каждый занимался своим делом. Вот когда чиновники начинают придумывать, и потом страшно гордиться тем, что они придумали, у нас появляется что-то не очень красивое в городе. Поэтому мы не должны придумывать. Мы должны находить талантливых людей и давать возможность придумывать им, а потом следить за тем, чтобы их идеи были воплощены. Но это мое представление о задаче. Сегодня у нас на завтраке присутствуют воспитанники архитектурной школы «Дашка». И у них масса вопросов к вам, естественно, масса идей. Я готова, я сразу сдаюсь. Но мы уже познакомились, если честно, немного, и у них какие-то очень крутые затеи. Скажите, пожалуйста, а какие привилегии имеет женщина, работающая в правительстве, и как это сказалось на вашем карьерном росте? Это довольно спорная, сложная тема, потому что, с одной стороны, значит, коллеги сначала так патерналистски к тебе относятся, ну так немножечко как-то так по-отечески еще ко всему прочему. С другой стороны, в тот момент, когда ты начинаешь настаивать на своем, это проходит. И дальше уже тебе перестают делать скидки. Единственное, что, безусловно, всегда работает, это в крайних случаях можно, конечно, как-то очень сильно расстроиться, и тогда благородные мужчины обязательно как-то размягчаются и пытаются помочь. Но этим нельзя пользоваться часто, иначе тебя не будут воспринимать всерьез. Мне интересно узнать, почему вы решили перейти к развитию социальных пространств, таких как школы, больницы и онкологические центры. Как бы задача ставится шире, чем благоустроить парки. Задача состоит в том, чтобы жизнь людей преобразовывать. Вы же, как архитекторы, должны исходить из того, что пространство, оно задает, собственно, то, как люди взаимодействуют друг с другом и формирует нашу жизнь. Какое пространство в школе? Это влияет на то, хочется или не хочется вам, например, идти в школу. Но когда мы с вами говорим про больницы, мы понимаем, что
Ну, вообще среда должна помогать выздоравливать, человеку должно быть комфортно. Когда мы говорим с вами про детские поликлиники, например, мы говорим про то, что ребенку не должно быть страшно, ему должно быть, наоборот, интересно, он должен отвлекаться от того, что у него что-то болит. Вы можете перечислить актуальные проблемы с казанскими парками на сегодняшний день? На самом деле нам очень повезло, что в Казани достаточно серьезный объем озеленения на территории города. Главная проблема пока все-таки это управление, потому что управлять общественной территорией без большого содержания это сложно. Но вот у нас появилась дирекция парка в Казани, которая, я думаю, что должна скоро научиться это делать. И уже этим летом у нас будет намного больше хороших мероприятий в парках, чем, например, в предыдущие годы. Сейчас активно развиваются парки. Но что насчет малых архитектурных форм, остановок, дворов? В чем трудности их развития? Мы не совсем этим занимаемся, если честно, потому что мы все-таки стараемся выбирать какое-то общественное пространство комплексное. Либо это парк, либо это бульвар, либо это набережная, либо это площадь, либо это, ну, из открытых, либо это какое-то закрытое общественное пространство, будь то ДК, больница или поликлиника. То, о чем вы говорите, это про то, что, ну, можно классно сделать парк, но если до него нельзя дойти по тротуару, то, в общем, не стоит рассчитывать, что кто-то придет туда в красивых туфельках и будет там задавать стандарты какой-то богемной жизни. Ключевая задача – это комплексно подходить к проектированию территории для того, чтобы эти проблемы решались. Хотелось бы задать вопрос касательно главной улицы города. Каковы перспективы развития дворов, подземной галереи на Баумана? Баумана за год реализовать невозможно было, потому что, ну, можно переложить мощение, но мы с вами понимаем, что на самом деле, если мы там заменим мощение, фонари или даже придумаем красивые зеленые какие-то интервенции в это пространство, оно по сути не изменится. Потому что все, что нас с вами по-настоящему раздражает, это звук, это состояние витрин, это то, что на улице происходит. Ну, это вот то, что люди создают, предприниматели создают, там, туристы в каком-то смысле и так далее. Это за год сделать нельзя, у нас сейчас пойдет чемпионат мира, и я думаю, что, конечно же, Казань займется своей главной улицей. Друзья, департамент продовольствия приготовил к нашей встрече вкусный и очень полезный завтрак. Предлагаю подкрепиться. Всем приятного аппетита. Спасибо, приятного аппетита. Наш деловой завтрак подошел к концу. Спасибо большое, Наталья, что уделили нам время в вашем плотном графике. Желаем юным архитекторам творческих успехов, а телезрителям хорошего дня. Доброе утро! Продолжаем нашу программу, и сейчас наш первый розыгрыш. Да, он будет не один сегодня. Билеты в Большой драматический театр имени Качалова на спектакль «Теорема Печенкина» или «Последний коммунист» достанутся тому, кто знает... Как называется один из самых известных спектаклей театра Качалова, поставленный по произведению еврейского писателя Шалома Алейхема «Тевье Молочник». Звоните 570-50-75, и, возможно, эти пригласительные достанутся именно вам. А мы продолжаем очередным очень летним кулинарным рецептом масла со свежими травами. Возьмите 200 граммов сливочного масла, веточки петрушки, пучок базилика, 2-3 дольки чеснока, пол чайной ложки соли. Листья петрушки и базилика мелко нарубите. Пропустите чеснок через пресс. Смешайте все с маслом. Посолите, поперчите. Заверните в пищевую пленку и уберите в морозилку на 15 минут. Приятного аппетита! Мы продолжаем, и, как нам подсказывают, у нас есть дозвонившийся. Алло, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Раиса. Очень приятно. Итак, мы повторим вопрос. Как называется один из самых известных спектаклей театра Качалова, поставленный по произведению еврейского писателя Шалома Алейхема «Тевье Молочник»? Это
Это пьеса «Скрипач на крыше». Все верно, все правильно. «Скрипач на крыше» — это несомненный хит, так можно, наверное, назвать спектакль «Скрипач на крыше» в театре имени Качалова. Мы вас поздравляем, эти пригласительные достаются вам. Пожалуйста, не кладите трубочку, и вам сейчас объяснят, как можно будет забрать вот этот ваш приз. Ну а сейчас слово детям. Их рассуждение о том, зачем слону хобот, просто невозможно пропустить. Хобот у слона маленьким не бывает, потому что он большой, как дерево. Хобот слону нужен, чтобы дышать. Это заменитель носа. Он большой и еще тянется. Он хоботом скачает туда-сюда, туда-сюда. Он им может ходить, он им может чесаться, он им может кушать. Он берет хоботом котлету и кладет ее в рот. А маленький слоненок сам не может кушать. Ему мама сама кладет котлету в рот. А когда маленький слоненок убегает, его мама крикнет, как паровоз. Это они так разговаривают. У слона есть два хвоста. Одним он отмахивается от мух, а другим он пьет и моется. Тогда он берет хобот, засасывает туда воду и пыш! И тогда слону становится не жарко, и он чистый. Только некоторые люди называют этот хвост хоботом, а некоторые хвостом. И хобот есть только у слона. И если мы увидим кого-то большого, серого и без хобота, то значит это бегемот. Так что если нет хобота, то это бегемот. Самое время продвигаться. Скоро наша спортивная рубрика. Ну а пока еще один розыгрыш. Билет в Корстон на 15 июня, где выступит легендарная группа «Мираж», достанется тому, кто назовет имя солистки группы, у которой есть высшее музыкальное образование. Она окончила консерваторию, еще она пела в Большом театре. Номер прямого эфира тот же, 570-50-75. Ждем нашего победителя. Ну а сейчас время встать с дивана и выполнить простые упражнения. Собака – первый вариант. Поставьте стопы на ширине таза. С выдохом подкрутите таз назад и вверх. Расслабьте спину и опуститесь в глубокий наклон. Поставьте ладони на расстоянии 40-50 см впереди от стоп. Если руки не касаются пола, можно поставить ладони на кирпичики или присогнуть колени. Перенесите вес тела вперед, расслабьте шею и плечи. С каждым выдохом попеременно сгибайте то одну, то другую ногу в колени, направляя при этом таз в противоположную сторону от согнутой ноги. Сделайте 8-10 вытяжений. Скрутки. Из положения собака мордой вниз со вдохом разверните пятки направо, а носки влево. Скрутите таз вправо и вверх. Посмотрите в противоположном от скрутки направлении. Зафиксируйте скрутку на 20-30 секунд. Старайтесь отдавать основной вес тела в ноги. С выдохом вернитесь в собаку мордой вниз. Затем скрутитесь в противоположную сторону. После второй скрутки опустите колени на пол и отдохните 30-60 секунд в позе ребенка. Пашчиматанасана. Сядьте на коврик, ноги выпрямите, носки направьте ровно вверх, таз слегка подкрутите назад. Сделайте глубокий вдох и возьмитесь руками за пальцы стоп. Если чувствуете напряжение в спине, немного согните ноги в коленях. Потяните плечи и лопатки назад, а ребра вперед и вверх.
Затем с выдохом расслабьте спину и опустите последовательно живот, ребра, грудь и голову к ногам. Руки оставьте на стопах или положите на пол. Расслабьте носки и направьте их слегка вперед. Расслабьте плечи и шею. Закройте глаза и оставайтесь в этом положении 30-60 секунд, сохраняя глубокое, ровное дыхание. Мост с мячом. Сядьте спиной к фитболу и с выдохом аккуратно лягте спиной на мяч. Позвоночник должен полностью касаться поверхности мяча, а спина должна принять форму выгнутой дуги. Расслабьтесь и вытяните шею. Положите голову на фитбол и слегка уведите назад. Подтяните таз и бедра и вытяните ноги вперед. В зависимости от высоты фитбола они могут быть как прямыми, так и слегка согнутыми. Расслабьте руки и свободно опустите их вдоль корпуса тыльной стороной ладоней вверх. Постарайтесь не поднимать плечи. Направляйте лопатки вниз, раскрывая грудную клетку. Оставайтесь в этом положении на 5-10 дыхательных циклов. Затем выполняйте плавные перекаты. На вдохе больше сгибайте колени и уводите таз к полу, не отрывая спину, плечи и шею от мяча. На выдохе отталкивайтесь стопами, выпрямляйте ноги в коленях и уводите спину обратно в мостик. Сделайте 5-6 таких перекатов. Выполняйте эти асаны перед сном. Покой, умиротворение и внутренняя гармония вам гарантированы. Будьте красивыми и счастливыми. Если перед сном делать такие упражнения, в любом случае уснешь хорошо и крепко, потому что, я в любом случае ходить точно больше не смогу в ближайшие несколько минут. Это тебе так кажется, на самом деле это очень расслабляет позвоночник. Ну, а у нас есть дозвонившийся телезритель, нам подсказывает, что ее зовут Гузель. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, ваш ответ на вопрос, который повторит Рустем. Да, как зовут солистку группы «Мираж», у которой есть высшее музыкальное образование, еще она пела в Большом театре? Это Маргарита Суханкина. Конечно же! Как вы относитесь к группе «Мираж»? Вы фанатеете? Ну, раньше, да, слушала. Но я думаю, что вы в этот раз с наслаждением послушаете исполнительницы, я даже не знаю, кто, конечно, Суханкина или кто-то еще из Суханкина сама лично споет для вас. Гузель, мы вас поздравляем, этот пригласительный достается вам, не кладите трубочку, вам расскажет, как можно будет забрать его. Здравствуйте, мы продолжаем, и сейчас в нашей программе еще один розыгрыш. Мы разыгрываем вот этот билет в Казанский дельфинарий. Он достанется тому, кто ответит на простой вопрос. Назовите самого большого представителя семейства дельфиновых. 570, 50, 75. Ждем нашего победителя, а сейчас сюжет, полезный всем родителям. Маленькая Дилия скоро отпразднует свой 4-й день рождения. Этот возраст у малышей считается переходным. Именно в этот период ярко проявляется индивидуальное «я» ребенка, о котором он заявляет уверенно и громко. Сегодняшний день наши капризы заключаются, скорее всего, наверное, в том, что мы начинаем говорить свое «я». Я хочу так, я хочу по-своему. Переубедить бывает иногда трудно, поэтому, вы знаете, проще выдержать паузу, и через какое-то время уже ребенок сам соглашается с тобой и делает, как хочет того мама, допустим. Но иногда приходится идти на компромисс. Дилия – большая поклонница сказок про принцесс. Даже дома она предпочитает носить красивые платья и называет себя не иначе, как принцесса Дилия. Мама с дочкой не спорит, ведь у нее растет настоящая девочка. На ребенка нельзя ни кричать, нельзя его даже пальцем трогать. Как его трогать? Это такое создание милое, маленькое, вот такое вот нежное. Вот вы знаете, рука не поднимается, и язык уже лишнего не говорит. Когда по молодости, это вот частая ошибка наших молодых мам. Идешь на улице, кричат на маленьких детишек. Допустим, мои, конечно, не будут капризничать.
Вообще же период капризов можно пережить вполне благополучно, если следовать простым правилам. Первое. Слышать и слушать вашего ребенка, интересоваться его увлечениями, какие книжки и почему ему нравятся, каких сказочных героев он любит. Все это очень важно для него. Второе. Внимательно относиться к здоровью ребенка, ведь иногда капризы – сигнал плохого самочувствия. Третье. Давать свободу самовыражения и наблюдать. Возможно, в рисунках и историях ребенка вы сможете разглядеть его скрытые страхи. Ну и четвертое. Просто любить, гулять и наслаждаться вашим общением, ведь родительская любовь и забота способны рано или поздно излечить любые капризы. Доброе утро, мы продолжаем, и до нас дозвонилась Илюза, чтобы ответить на вопрос. На вопрос назовите представителя самого крупного представителя семейства дельфиновых. Алло, доброе утро. Доброе утро. Я думаю, самые большие дельфины – это касатки. Да, да, правильно. вот эти черно-белые чудища. Огромные, красивые. Оказывается, относятся они к семейству дельфиновых. Ну что ж, мы вас поздравляем. Вот этот пригласительный в дельфинарий достается вам. Мне кажется, замечательный подарок в преддверии таких длинных выходных. Еще раз вас поздравляем. Не кладите трубочку, вам расскажет, как забрать ваш приз. Ну а сейчас рубрика, в которой могут найти полезную информацию женщины. В преддверии сезона выпускных и свадеб показываем, как сделать вечерний макияж самостоятельно. Сейчас мы покажем, как сделать яркий вечерний макияж в сиреневых тонах. Нанесите тональный крем-основу на лицо и консилер под глаза. Растушуйте и припудритесь. Подкрашиваем брови параллельно волоскам. Наносим базу на веки. Белый с розоватым нанесите в уголок глаза, затем золотистый. Растушуйте. Внешний уголок прокрасьте лиловым, смешивая его темно-фиолетовым. Для плавности перехода на границе теней нанесите розовый. Нижнее веко красим от внешнего уголка фиолетовым до середины. Остальное закрасьте золотым. В уголке глаз добавьте темного для глубины взгляда. И немного золота под брови. И блесток на веке. Прокрасьте ресницы, подведите веко тонко черным карандашом, а слизистую под глазом розовым. Блеск для губ выберите розовый.
Доброе утро! В мае в Казани прошли финалы 6-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia 2018» в компетенциях видеопроизводства, лазерной технологии, организации экскурсионных услуг. Золото и серебро в них завоевали наши татарстанские ребята. И в студии сегодня победитель в компетенции организации экскурсионных услуг Дина Сагитова. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, очень рада вас видеть. Поздравляем вас, конечно же. Спасибо огромное. А какие проекты вы представили на соревнованиях? Мы проводили мастер-класс, в нем я делала зеланта, казанского, символа казанского герба, из круп. Из круп? Да. Потом мы проводили экскурсию по нашему музею Казанского инновационного университета, который был посвящен Великой Отечественной войне. Это были вот эти заочные этапы, которые мы заранее готовили. Вот это да. Долго готовились? Примерно 2 недели. Сильны ли были конкуренты и что показывали они? Безусловно, потому что каждый студент – это победитель своего региона, и они были очень-очень сильные, мы все были наравне, и до последнего момента было очень интересно, кто же выиграет, вот, потому что мы, так скажем, набирали примерные всегда баллы. Что они делали? Все делали символы своего города, своего региона, допустим, Нижний Тагил делал хозяйку Медной горы, вот, Брянск делал, по-моему, если не ошибаюсь, герб Республики Татарстан, снежного барса представляла. Примерно такие. Удивительно. А какие впечатления у вас были от участия в чемпионате? Вот, понравилось участвовать? Безусловно, WorldSkills – это нечто такое, безусловно, азартное, и за эти 3 дня ты испытываешь весь спектр эмоций, которые только есть, и полностью трансформируешься. А вы в следующих этапах будете участвовать? Да, вот национальный чемпионат, он должен пройти в Москве в этом году, но пока неизвестно когда, скорее всего осенью или ближе к зиме. Ну и какие у вас планы на будущее? На ближайшее будущее, давайте с этого начнем. Отдохнуть, наверное, мне кажется, надо, да, немного? Немножко, да, конечно, за лето немножко набраться сил, а дальше уже с сентября начать готовиться, все-таки очень серьезный этап. И представляю все-таки Республику Татарстан, нельзя подвести ни как руководство Казанского инновационного университета, так и... приоткройте, может быть, завесу тайны, что готовите? Пока что неизвестно. Нам сообщают за 2 недели все заочные этапы. То есть всего 2 недели дается вот на подготовку, примерно так, да, плюс-минус. Бессонные ночи. Но пройдет этап, следующий этап в Москве, а после? Вот давайте представим на секунду, прошли московский этап. Глобально. Там уже, допустим, кто-нибудь, не буду говорить, что я. Да, давайте так скажем, победитель московского этапа. Да, победитель, он на этом заканчивает свою карьеру по компетенции организации экскурсионных услуг, потому что компетенция, она молодая, разрабатывалась она в самой Республике Татарстан, и пока что на международку она не выходит. Но в любом случае мы желаем вам удачи во Спасибо всем, огромное. вот, за что бы вы ни брались. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Ну а мы приветствуем Камилу Хакимуллину. Она расскажет нам о культурных событиях, которые произойдут в нашем городе в эту среду. Доброе утро! Сегодня 13 июня и с вами Камила Хакимуллина. Вечером в Казани будет происходить много всего интересного. Например, спектакли, подробнее о которых вы узнаете в следующих сюжетах. «Ангелы на крыше». Спектакль, несмотря на описание трагичных обстоятельств, получился веселым, смешным и добрым. Он смотрится на одном дыхании, вселяет желание жить, действовать и никогда не сдаваться. Мюзикл «Ханума». Немолодой князь Вано Пантиашвили разорен. В доме от былой роскоши осталась одна тахта, на которой он и проводит все время. Герой до сих пор не женат, да и невесты, соответствующей требованиям князя, не находится. Ведь она должна быть красивой, стройной и непременно говорить по-французски. Что же из всего этого выйдет, узнаете сегодня вечером в театре. Интересный вечер намечается, но не будем останавливаться, смотрим! Спектакль «Мышеловка». Зрителей ждет погружение в атмосферу респектабельного английского детектива с его юмором, иронией, тонкими психологическими деталями и скрытыми за джентльменским спокойствием страстями. Конечно же, в Казани сегодня будет еще много всего, но самое интересное собрано в нашей рубрике, где каждый день вместе со мной вы сможете составить увлекательные планы на вечер. До завтра и пока-пока! Спасибо большое, Камила, а мы продолжаем. И сейчас узнаем, что интересного можно будет увидеть сегодня на нашем канале. По поводу договора с Панинским ООО мы все спихнули на них.
Так что теперь с них спрашивайте. И по поводу 15-го пункта тоже. И по 15-му пункту забросьте в канцелярию. Забросьте сами. Ей 35, и она главный юрист в крупной компании. В ее жизни есть деньги, интриги и неверный муж. Нет только детей и счастья. Но все изменила телеграмма из прошлого. Дальше любовь. Премьера на ТНВ. Сегодня в 9:00. Большие кошки имеют разные размеры, окраску, и даже их рык звучит не одинаково. Объединяет их одно – невероятная грациозность и смертельная опасность встретить их в ареале естественного обитания. «Атлас животного мира». Сегодня в 16:00 на ТНВ. Как рука? Сегодня меньше болит. Галина Степановна хорошо с вами физкультурой занимается? Да, ломает руку мне каждый день. Но этого недостаточно, вы и сами должны, иначе руку скрючит вот так вот. Вот. Талантливый хирург Мишкин 9 лет работает в сельской больнице. А его жена мечтает вернуться в Москву и требует от мужа решить, что ему дороже – она или его пациенты. Олег Ефремов в драме по повести Юлии Крелина «Дни хирурга Мишкина». Сегодня в 21:00 на ТНВ. Ну а сейчас продолжение гороскопа. Весы, избегайте сегодня рутинных дел, они все равно не принесут удовлетворения. Сделайте акцент на общественной работе, а лучше просто отдыхайте. Лето на дворе, хороший гороскоп. Скорпионы, если цели не удается достичь сразу, то просто наберитесь терпения и верьте в свою счастливую звезду. Оставайтесь оптимистом, и все у вас получится. Стрелец, ваши дела идут отлично, вы на гребне успеха и собираете плоды своих трудов, но не упускайте шанс закрепить свои достижения. Сегодня как раз будет удачен поход к начальству с просьбой или предложением. Можно прибавку попросить. О, как! Козероги, пришло время отклониться от привычных стандартов и попробовать внести в свою жизнь изменения. Причем неважно, что именно менять – работу, стиль одежды или маршрут прогулок. Все пойдет на пользу вашему настроению. Водолей, если ваши любовные отношения достигли определенной точки, не тяните, либо расставляйте все по местам, либо уходите. Родителям водолеям нужно сегодня побаловать детей. Рыбы, сегодня не день излишеств. Избегайте переедания, больше двигайтесь и пейте простой воды. Иначе возможно ухудшение здоровья. Берегите, пожалуйста, свое здоровье. И сейчас поговорим немножко о погоде. К сожалению, лето пока не баловало нас очень жаркими днями, но мы будем надеяться, что уже к выходным солнышко выглянет и будет греть нас своим теплом, и температура наконец-то повысится. На сегодня синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, не исключены дожди, так что, пожалуйста, не забывайте зонты, выходя из дома. Ночью ожидается около 10 градусов тепла, а днем около 19. Атмосферное давление в пределах нормы и магнитное поле Земли спокойное. Ну а наша программа на этом завершается. А сейчас мы представим вам то, что вы увидите завтра. Приятного аппетита! Готовим быстро и просто. Мамам о детях. Занимаемся с ребенком с учетом его возраста. Советы юриста. Как избежать неприятностей в самых сложных случаях. И это только часть того, что вы увидите завтра в 8-10 утра в нашей программе. Не забудьте проснуться пораньше и включить телевизор. Да, и самое главное, уже наверное, надо наконец-то начинать наслаждаться этим летом, поскольку сегодня уже 13-й его день. И, наверное, все-таки надо сегодня выйти и прогуляться, тем более город у нас сейчас просто невообразимо красив. Куда ни глянь, везде можно и прогуляться, и пофотографироваться. Преобразился город, действительно. Немаловажно. И я думаю, что всем стоит наслаждаться, начинать уже сегодня. Ну что, сегодня с вами были Рустем Каримулин и Ассоль Мухамедянова. Неделя такая у нас короткая, но завтра мы обязательно вновь вам скажем здравствуйте. Желаем вам отличного дня, прекрасного настроения и до новых встреч на нашем любимом телеканале. Всем пока!